Калмыцкий народный эпос «Джангар». Отрывок из главы о том, как внук Дуктахула, сын Дуучи а-ля Монхля, угнал 18 тысяч огненно-рыжих меринов великого Найона Джангра. Хонгар вынул кованый меч, закаленный в пламени сечь, 8 ударов нанес в живот буйному а-ля Монхля. Сын Дуучи а-ля Монхля саблей взмахнул, воздух рассек, задрожала тогда земля. С человеком человек воедино смешались здесь. Исполины сражались здесь, ноги пестрых коней сплелись, струи острых мечей слились, крепким ударом потерян счет, красная влага жизни течет. С исполином исполин борются 8 полных дней, не побеждает ни один. Падают на гривы коней, изнемогая смельчаки, и начинают сражение вновь, чашами проливают кровь, а мясо рвут на куски, не побеждает пока никто. У владыки Джангра Багдо 10 отваг поднялось ко рту, перевернулись 12 раз, в лунках зрачки орлиных глаз. 10 пальцев к ладоням прижав, закричал повелитель, держав: «Хонгар мой, волк моих лесов! Хонгар мой, лев моих пустынь! Хонгар мой, стяг моих бойцов! Хонгар мой, щит моих святынь! Не выполняешь долго ты, слишком возишься долго ты с этим проклятым а-ля Монхля!» Крикнул Хонгар в ухо коня: «Сивый скакун, выручай меня! Сделай лучший свой поворот, вытяни свой хребет вперед и поближе к врагу подойди, чтобы мой желто-пестрый дрот мог коснуться его груди. Если врага не добуду я, Джангру слугой, да не буду я, да не увижу бумбы своей, и славу свою позабуду я. Львом прозывался повсюду я, но потерплю неудачу я, прозвище льва да утрачу я». Услыхав такие слова, Лыска так подлетел к врагу, близко так подлетел к врагу, что с разбегу Хонгар едва грудью не придавил Монхля. О победе Бурхана моля, Хонгар встал на седло ногой, встал на гриву коня другой, сразу поднял а-ля Монхля вместе с могучим его конем на желто-пестром дроте своем, бросил его к ногам Багдо, а Гюмбе его подхватил, руки-ноги ему скрутил, привязал к железной спине, на могучем увез коне, а в глубоком и круглом рву, придавив степную траву, словно мертвый лежал Санал, Савр плавал в крови, стонал. Вызвали целительный дождь, вызвали живительный дождь, вызвали живительный дождь, дали снадобья бумбы земли, Савра и Санала спасли, и погнали ретивых коней, огненных, нежногривых коней, 18 тысяч коней, через 49 дней бумбы достигли своей. Первым Джангар в башню вошел, а за ним богатырская рать. На золотой воссев престол Джангар соизволил сказать: «Пусть а-ля Монхля войдет». Развязали богатыря. Он пошел по рядам вперед, перешагнув через 20 бойцов, растолкал 15 бойцов, дав пощечины 5, страх и трепет внушив остальным, и сел пониже Алтана Цеджи. К пиршеству приступил народ, и, согрев аракою рот, Савр, сидевший невдалеке, с места привстал и нанес а-ля Монхля удар по щеке, и зажглось на щеке само вековечной бумбы клеймо. С этой поры а-ля Монхля, сила его земля стали подвластны Джангру Багдо на год и на 1000 лет, и во славу грядущих побед начался праздник Арзы-Араки, злобным недругам вопреки. Бумбы сияние нетленно с тех пор, и деяния вселенной с тех пор укрепились из рода в род. И в золотом совершенстве с тех пор, в мире, в довольстве, в блаженстве с тех пор зажил этот могучий народ.